главное станок. Здесь, получается, есть специальная педалька, которую мы затягиваем. Это для того, чтобы у нас заготовка не съезжала и при этом находилась в правильном положении. И для того, чтобы у нас она ровно стояла, у нас здесь есть специально тоже ремень из кожи, который это все затягивает. В дальнейшем для кожаной мозаики используется специальное шило. Здесь есть специальное отверстие, куда вставляется бытовая машинная игла по коже. В дальнейшем используется большая цыганская игла для продевания швов. И также используется веретено. Здесь наматываются шелковые нити. В основном кожу для кожаной мозаики используют из крупнорогатного скота, так как она является по своим характеристикам очень хорошей и благоприятной для дальнейшего создания каких-либо изделий. Расстояние от каждого шва и от края кожи примерно 1 или 1,5 мм. Нужно также смотреть, чтобы у нас нитка не перекручивалась. И мы начинаем сам процесс. Примерно под углом 80-90 градусов мы протыкаем первый кусочек кожи, продеваем шило и идем наматывать нитку 3,5 раза. 1, 2, 3. И 4 неполный. Это для того, чтобы у нас он перебросился на следующий шов. Затем мы протыкаем следующий кусочек кожи на таком же расстоянии. И затем немножко отодвигаем шило, и у нас сзади появляется петелька. И снизу вверх мы продеваем нашу большую иглу. И вытаскиваем шило и затягиваем. Также нужно не забывать контролировать, как идет шов с лицевой стороны. И нужно смотреть, чтобы каждый шов шел рядом и аккуратно. И в основном процесс сшивания кожаной мозаики, он не отличается у мастеров, то есть он у всех идет одинаково. Это получается идет сшивание в стык-стык, 2 кусочка узорной кожи. Трудности есть в каждом деле, не только в кожаной мозаике, но первое, наверное, это то, что все-таки это очень затратное дело, то есть это нужно много вложений, например, чтобы даже начать какое-то свое дело, то есть это нужна закупка материалов, это нужно время, чтобы придумать, создать это все, но и также трудности возникают, например, в дальнейшем, например, реализации этих изделий, то есть нужно найти тот сегмент людей, который действительно заинтересуется теми или иными изделиями, и они будут в дальнейшем интересоваться и, например, покупать изделия только, например, вот у этого человека. Вот. А так, я думаю, ну и также, возможно, это вдохновение, потому что все-таки для художника вдохновение это самое главное, так как очень тяжело, например, начать что-то делать новое или же перейти от одного к другому. То есть, такие тоже возникают трудности. Было развитие, даже то, что развитие, а именно обработка кожи, это Волжско-Камской Булгарии. И в дальнейшем уже люди начинали понимать то, что кожа – это очень хороший материал для дальнейшего его исследования и использования. И также начались какие-то первые пробы изготовления сапог, именно татарский сапог и чик. И вот, скажем, именно с того момента и начались какие-то уже развития в кожаной мозаике, которые дошли до нашего времени. В 20 веке были, или же даже уже в 21 были попытки механизировать этот процесс, но опять же таки для нас, для мастеров, это, конечно, хорошо, что этого не получилось, потому что все-таки у машинки не получилось сделать именно эти вот завитки, то есть это, например, как обычно строчка шла, например, как на обычной швейной машине. И все же именно кожаная мозаика, она почему именно ручная? Потому что мастера вот вливают всю душу свою, все мастерство, опыт. И, скажем так, готовое изделие, он несет какой-то свою историю, свою какую-то лепту в этой же, в нашем мире, в истории. И поэтому все-таки кожаная мозаика, она все-таки требует только ручное мастерство.